7 городских районов, 7 команд, 5 этапов игры и лишь один кубок победителя. Кубок знатоков истории – это молодой конкурс. Задуман он, правда, был несколько лет назад, но, к сожалению, реализацию его, осуществления мы смогли только с 2019 года начать. Прошлый год сделал небольшой перерыв в результате такой сложной ситуации. В этом году мы продолжаем этот конкурс. Первый конкурс «Кубок знатоков истории» городской, он был посвящен общим вопросам истории в 2019 году. А в этом году, поскольку такие очень важные даты, которые фиксируют нашу историю, нашего государства, нашей страны, мы решили посвятить 80-летию начала вот этого трагического события, начала Великой Отечественной войны. Советский разведчик и партизан под именем немецкого офицера Пауля Зиберта, лично ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупированных властей фашистской Германии. Назовите его полное имя. Исторический парк уже неоднократно предоставлял свои площадки для проведения различного рода конференций, конкурсов, в том числе и клуб знатоков истории, который мы сегодня принимаем. Это достаточно один из важных элементов как познавательных, так и образовательных. И вот подобного рода мероприятия, они формируют заинтересованных школьников в изучении истории нашего государства, также истории зарубежных государств, что является одним из важнейших факторов понимания сегодняшней действительности. Мы не можем же с вами сказать, что все без исключения лишь только технически ориентированные школьники. И вот именно клуб знатоков истории, он дает возможность нам выявить действительно заинтересованных эрудитов, которые планируют в дальнейшем поступить на гуманитарные факультеты. И фактически здесь идет отбор перспективной молодежи. Ну а кто-то просто здесь участвует, исходя из исторического интереса или то, что история для него является хобби. Хотелось бы рассказать о структуре конкурса. Конкурс предполагает 5 ступеней, 5 этапов, можно сказать, 5 уровней. Разминочный конкурс «Эрудит», который нацелен на общие такие знания ребят о данном событии. Затем конкурс «Что бы это значило?», конкурс афоризмов великих людей, которые, значит, содержат информацию о таких важных моментах Великой Отечественной войны. И завершает 5-й конкурс – это конкурс капитанов, который уже нацелен на оценку как бы лидеров команд. И предполагает тоже достаточно очень высокую эрудицию, не только знания исторических фактов, но и фактов культуры этого периода. Но я надеюсь, что конкурс удастся, и самые сильные, в общем-то, одержат победу и, соответственно, заслуженно получат кубок.